Assalamu alaikum, урметлі жымат. Значит, bu yılға birinci sefer toplaşıyıq. Endi bir duanın başlayıq. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velâddâllîn. Amin. 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 Bütün işler bizim ogde gitsin. Bizim işleri yerine varsın. Amin. Amin. Sağ ol. Herkesге sağlık, muhabbetlik, baylık. Endi ne aytmас дейм, keçti bir yıl keçti, çok iş yaptık, çok kağıt yazdık. Siz eğer şunu bilirsiniz, men kısaca aytmас дейм, Masandra taraftan şu. Rusça aytayım, по Masandре 2 yıl biz çalıştık. Итог на сегодняшний день следующий. 14 декабря Масандру после акционирования продали. Продали за 5 миллиардов рублей. Вот. Что вошло в приватизационный список? Что было продано? Продано это 13 винзаводов продали, 8 совхозов, вот, центральную усадьбу Масандры продали, продали все подвалы с коллекциями вин. Там более, около 1 миллиона бутылок. Вот. Продали всю технику и землю, находящуюся под этими постройками, под заводами и так далее. Порядка более 100 гектаров земли. Порядка около 9 тысяч гектаров земли южного берега Крыма от Фароса до Судака передали в аренду на 49 лет. Это случилось 14 декабря, вот 2 недели назад. Вот такая сделка по продаже прошла. Вот. Об этом мы писали 2 года во все инстанции, начиная от Аксенова, Константинова и заканчивая президентом Российской Федерации, что готовится незаконная продажа Масандры, в которую входит, в имущественный комплекс которого входит 11 тысяч гектаров сельхозугодий, которые незаконно в 1944 году были отняты у крымских татар. Вот. И до сих пор не возвращаются. Вы прекрасно знаете, законы были приняты в Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов, в котором четко прописано, что право репрессированных граждан возвращаться в те местности, откуда они были насильственно выселены. У нашего народа отняли дома, квартиры, отняли приусадебные участки, отняли все имущество, которое было, и отняли татарские колхозы, которые объединяли всю эту южнобережную землю, все эти виноградники, сады, табак и так далее. Все это было отнято и удерживалось в государственной собственности в Масандре. Нам все время 30 лет говорили, что это государственная земля, приватизации не подлежит, мы ее не можем возвратить и так далее. А сегодня мы получили, что в частную собственность отдали всю Масандру. И отдали на 49 лет землю бывшей собственности крымских татар. Отдали на 49 лет, как сельхозугодие. И нам сейчас присылают письма на наше заявление. Вот Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым. О чем нам пишут? Что земельные споры рассматриваются в суде, подписывают Седометов. Вот. Что Масандра это уже частная собственность, что вы хотите возвращаться в Алушту, в Ялту, Судак, а эти земли сельхозугодия, и мы вам их не можем выделить для постройки жилья. Жилье не строится, земля не выделяется. Вот. А
зато в частные руки можно передать 11 тысяч гектаров. Вы представляете, сколько это земли? Интернет сейчас полон информации о том, что за бесценок продана Массандра. Только вина, которые там находятся, вот там Херес один, 150 лет ему. Да. Одна бутылка стоит 40, на торгах в Европе продали за 49 тысяч долларов. Или евро, одну бутылку продали. Таких бутылок здесь около миллиона. Когда приезжали сюда, Берскони приезжал с Путиным там, и так далее, они распили одну бутылку этого Хереса и списали ее, списали ее за 49 рублей. Представляете, вот где 49 тысяч евро и где 49 рублей. Вот еще копейки какие-то. Но я о другом хочу сказать. Даже одна вот эта коллекция вин, она порядка стоит не 5 миллиардов рублей, а более 5 миллиардов евро стоит только коллекция. Не говоря о заводах, не говоря о технике, не говоря об инвентаре, о зданиях, о 100 гектарах земли там и так далее. И плюс, как бонус, 11 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли в аренду на 49 лет. А сколько нам еще ждать вот в этом плане? Очередная грабительская сделка. Это грабительская сделка. Я подготовил, мы заседание проводили, заявление подать о совершенном преступлении. Я уже можно сказать, подготовил полностью. Там последний только момент нужно с вами уточнить. И мы это письмо запустим. Заявление об очередном преступлении против крымско-татарского народа. Эти преступления начались 18 мая 1944 года, согласно постановлению ГКО, когда весь крымский татарский народ был оболган, был очернен и лишен всех прав. И ограблен, да. И выселен навечно выселен с родной земли. Вот. И сейчас вот этой сделкой 14 декабря 2020 года они опять же исполнили эти постановления ГКО, Государственного комитета обороны, по которому четко было расписано, как грабить татар, как присваивать. 11 мая и 22 августа 1944 года, когда переселяли сюда в пустующий Крым в целях, я вам могу отрывок прописать, что сделать с татарскими колхозами, что сделать с татарскими пустыми домами, что сделать с их имуществом и так далее. Четко было все прописано, кому все это передать. Вот. И на каких условиях? И на каких условиях. Например, дома, которые были отняты у крымских татар, это более 2500 по Алуште. У нас полностью вся информация имеется архивная. Вот. Они были переданы новым колхозникам, которые были переселены с Украины и с России, которые 5 лет отработают в колхозе бесплатно. А все имущество, которое в домах, им по расценкам Минфина все продавалось. Инвентарь и все остальное. А земля приусадебная бесплатная и все остальное. А новым колхозам, которые были также организованы по этим постановлениям ГКО, были переданы безвозмездно вся земля и все имущество татарских колхозов с этим урожаем, который там есть. И на 5 лет они их освобождали от этого. Но это, если читать, честно говоря, грабеж на большой дороге — это семечки по сравнению с этим грабежом, который был организован над всем крымско-татарским народом. Я хотел уточнить, почему 9 тысяч гектар отдали в аренду, а 11 же было?
Где остальные 2? Где остальные? Вот очень хороший вопрос. А где остальные 2? Так вот, когда просматриваешь сайты это, как его, администрации Совета Министров, оказывается, сельхозугодья, которые принадлежали Массандре принадлежали, они их переводили в другой статус и передавали администрациям Ялты, Алушты, Судака для других целей. То есть 2000 гектаров они передали, ушли они. Ушли, да. Эти 2000 гектаров они переправляли. И сегодня Совет Министров поменяли назначение этой земли и на них строят хатыньки. Есть эта информация? Да, есть. То есть опять-таки это мимо нас прошло. Да. Сейчас, Бардахач. И еще сразу же... Ну, придешь, потом задашь. Вот. То есть ситуация нехорошая. Но я вам хочу сказать, обрадовало то, что вот в этих письмах пишут. Они же, когда первый раз мы узнали, что они хотят приватизировать Массандру, они цену ее, знаете, сколько прописали? Вы здесь подсчитали? Да, 500 миллионов рублей сначала было, 500 миллионов. Потом мы до Генеральной прокуратуры дошли и все остальное. Потом они цену подняли до 3 миллиардов рублей. А потом продали за 5 миллиардов рублей. Но это все равно цена. Но мы не о цене говорим, мы говорим о другом. Мы говорим о том, что во всем мире работает следующее. Если бандит ограбил человека, то согласно законам всех государств и мировых законов надо этого грабителя наказать, а ограбленного возвратить то, что было у него взято. В 1991 году осудили репрессивные акты против крымско-татарского народа, отменили их, но возвращать и восстанавливать права не желают. Вот в чем проблема. Понимаете? А там информация не проходит? В аренду они отдали. А какая стоимость аренды? Нет? Нигде не пишут? Тебе за какую умер? Я думаю, за 1 копейку. По телевизору показывали выступление Путина, я не знаю, вы видели или нет, именно по поводу этих земель на южном берегу Крыма. Он сказал, поступает к нам очень много писем, но пусть все успокоятся. Иностранцам стратегические земли продаваться не будут. Вот его был ответ. Пусть все успокоятся, стратегические земли на южном берегу Крыма иностранцам продаваться не будут. Он этим все закрыл. Все прекрасно все знают, мы часто говорим. Там, наверное, администрация не знает, там то. Все прекрасно все знают. И все это делается с согласия. Более того, мы прекрасно знаем Ковальчука. Ковальчука это приближенный нашему президенту. Они совместно в Санкт-Петербурге работали. Он сейчас руководит, то есть он не руководитель, а учредитель Южного Южный Федеральный округ. Нет, Банк России. Дочерное предприятие Южный. Сейчас я прочитаю. Ну хрен с ним, зачем это нужно? Он миллиардер. Южный проект, кажется. Да, он прибрал к себе. Я просто хочу ваши замечания по данному заявлению услышать. Вот. Я сейчас его зачитаю, и доработаем согласно вашим замечаниям. Согласны? Давайте внимание тогда. Заявление о совершенном преступлении во все инстанции, куда мы писали, вплоть до Генеральной прокуратуры. Вот, то, что мы говорили. Мы тогда говорили только в Генеральную прокуратуру и в
Федерации, Совет Федерации, но я думаю, надо всем, потому что... Нет, это по бездействию прокуратуры Крымской. Мы хотели обратиться в прокуратуру генеральную, и кто курирует от государственного управления, это Совет Федерации. Хорошо. Они назначают генерального прокурора, подбирают. Ну, Садых, я голову оставил ту же. Кто здесь? Это президент Путин, это председатель правительства Мишустин, это председатель Государственной Думы Володин, председатель Совета Федерации Матвиенко, руководитель фракции «Единая Россия» Неверов, руководитель фракции КПРФ Зюганов, руководитель фракции ЛДПР Жириновский, руководитель фракции «Справедливая Россия» Миронов, председатель Комитета Государственной Думы по строительству и законодательству Крашенинников, генеральный прокурор Российской Федерации Краснов, прокурор Республики Крым Камшилов и депутатам всем Государственной Думы 7-го созыва и СМИ. Вот этим. Может, кого-то еще добавить? Здесь нету Аксенова, нету Константинова, потому что мы уже им неоднократно посылали. Да. Ну, прокурору Камшилову тоже смысла нет. Я думаю, нет. Просто, когда мы в Генеральную прокуратуру посылаем, они смотрят, обращались ли мы в Республиканскую прокуратуру. Да. Это же по электронке ты слышал? Да. Если по электронке, смотрите, давайте так. Каждому отдельно. Каждому отдельно. Но если, например, отправляем каждому отдельно, а внизу пишем, что отправлено, что крымским отправлено, что Аксенову отправлено, Константинову отправлено. Чтобы они знали, что мы уже сюда обращались, что отсюда не получили. Вот, каждому отдельно. Ну, на бумажном носителе мы как делаем? Или на бумажном, или же, и смотри, в электронке. Или же, например, Зюганову. Зюганова пишем первым, потому что у них есть вот как там, документообороте. Вот мне когда Совмина давали ответ, что они поручили Госкомнацу, МФЦ, там еще, кто первым написан, оказывается, он обязан собрать мнение тех и подготовить ответ. У них такая норма есть вот, в документообороте. Все, понятно. Ясно. Я просто вот сейчас вот бумагу передал, я ее подготовил, распечатал. Я еще подготовил запрос в архив. Следующего содержания. Просто отвлечемся. Совет старейшин крымских-татар города Алуши просит вас предоставить имеющую информацию по объяснительным запискам председателям местных комиссий по сбору и учету имущества спецпереселенцев, приемо-сдаточные акты о проведенных сельхоз и других работах по Алушинскому району в 1944 году. Вот такую информацию мы запрашиваем. Вы знаете, мы все акты получили, все акты по каждому поселку. Сколько домов было переписано, сколько имущества, вплоть до, знаете, до чего? Вплоть до подушек и одеял. Ведра, лопаты. Ты посмотри. Дома есть, вот Алушинский регион, я же у тебя брал. Все. Маленькие, самовары, часы, все там есть. Все. Короче, информация в архивах очень серьезная. Нитки. Вот. Ну, теперь возвращаемся к этому письму. Над вами издевается, а вы как дети, елки-палки. Это же честное государство. Еще дополнение, если можно. Вы укажите там, что в 2016 году Владимир Владимирович Путин дал указание министру внутренних дел о том, чтобы разблокировать архивы Крыма и справки, и все данные выдавать из архивов Крыма. Но до сих пор они не разблокированы, поскольку этот вопрос на сессию Верховного Совета Крыма не был поставлен. И даже если поставлено, Госсовет отказался это принимать. Понятно. Вот это надо обязательно. Они не выполнили указания президента.
Так, ну давайте само письмо послушаем. Значит, к большому сожалению, были проигнорированы неоднократные обращения Совета старейшин крымских татар города Алушта о том, что с нарушениями законов Российской Федерации готовится к продаже государственное унитарное предприятие производственного аграрного объединения «Масандра». 14 декабря 2020 года предприятие «Масандра» было продано за 5 миллиардов 327 миллионов рублей компании «Южный проект», принадлежавшей Банку России. Собственник «Масандры» стал частным владельцем недвижимого имущества «Масандра», расположенное на 220 земельных участках общей площадью 104,8 гектара, общей площади зданий, помещений и сооружений 987 989 квадратных метров, 8 государственных предприятий винодельческих хозяйств, 13 винзаводов, подвалы с коллекцией марочных вин и т.д. Покупатели «Масандры» также дополнительно переданы в аренду на 49 лет земельные участки общей площадью около 11 тысяч га, находящиеся в собственности Республики Крым, которые находятся на южном берегу Крыма от Фароса до Судака на протяжении 180 километров в Ялтинском, Алушинском и Судакских регионах. Приложение 1. Ну, приложил карту полностью ГП «Масандра». 14 декабря 2020 года было совершено очередное преступление против репрессированного крымско-татарского народа. В очередной раз продано имущество, незаконно и преступным образом отнятое у репрессированных крымско-татар при их насильственном выселении 18 мая 1944 года. Спустя 76 лет после насильственного выселения крымско-татар власть не желает возвращать даже часть имущества, незаконно отнятого у репрессированных и реабилитированных крымско-татар. Проигнорирован закон Российской Федерации от 26 апреля 1991 года номер 1107-1 о реабилитации репрессированных народов и указ президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года номер 268 о реабилитации репрессированных народов Крыма, которые были приняты в целях восстановления исторической справедливости и устранения последствий незаконной депортации с территории Крымской ССР репрессированных народов и допущенных нарушений их прав. Президент Российской Федерации поручил правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и города Севастополя принять комплекс мер по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению репрессированных народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальным и иным признакам. Данной сделкой по продаже в частную собственность имущественного комплекса «Масандра» и передаче новому частному владельцу «Масандры» в аренду на 49 лет земельных участков площадью 11 тысяч га, находящихся в государственной собственности Республики Крым, в Ялтинском, Алушинском и Судакских регионах, были нарушены законы Российской Федерации. Этой сделкой были реанимированы отмененные в 1991 году незаконные и преступные репрессивные акты постановления Высшего Государственного комитета обороны ГКО СССР от 11 мая 1944 года номер 5859 о крымских татарах и постановление ГКО СССР от 12 августа 1944 года номер 6372. На основании которых проводилась политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению к репрессированному крымско-татарскому народу, подвергшемуся насильственному переселению по национальному признаку, ограблению. Имущество репрессированных крымских татар преступным образом присваивалось и продавалось. О несогласии с приватизацией и продажей государственного унитарного предприятия «Масандра» Совет старейшин крымских татар города Алушта неоднократно направлял в течение прошедших 2 лет обращение к главе Республики Крым Аксеновой от 31.03.19 года, от 07.06.2020 года, от 19.07.2020 года, председателю Государственного Совета Республики Крым Константинову, тоже перечислены здесь номера и когда послал, прокурору Республики Крым Камшилову от 23 июня 2019 года, от
7 июня 2020 года, от 19 июля 2020 года, от 23 августа 2020 года, генеральному прокурору Российской Федерации от 19 года, от 2020 года и так далее, указывая в этих обращениях на то, что в государственное унитарное предприятие Массандра входит имущество, добытое преступным путем, незаконно отнятое у репрессированных крымских-татар вследствие политических репрессий и незаконного насильственного выселения в 1944 году крымских-татар из Крыма. И что приватизация и продажа имущественного комплекса объединения Массандра нарушают российское законодательство о реабилитации репрессированных народов и подпадают под действие статьи 312 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации». И статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Земельные участки, находящиеся в пользовании объединения Массандра площадью 11 тысяч га, ранее принадлежали крымским татарам, которые проживали в Ялтинском, Алучном и Судатских районах, чьи земельные участки после их насильственного выселения были переданы объединению Массандров, которые незаконно использовались и не возвращались репрессированным крымским татарам и их прямым наследникам в течение 76 лет. А теперь, после продажи объединения Массандра 14 декабря 2020 года, эти земельные участки переданы в аренду на 49 лет владельцу объединения Массандра. Совет старейшин сообщал в вышеуказанных заявлениях, что имущественный комплекс Массандра был образован за счет имущества из земель татарских колхозов, которые остались после насильственного выселения 18 мая 1944 года. Крымских татар-колхозников, которые подверглись политическим репрессиям по национальному признаку, чьи коллективные имущественные права на собственность татарских колхозов были преступным образом незаконно нарушены тоталитарным режимом. Так, постановлением Государственного комитета обороны ГКО номер 6372 это секретно, от 12 августа 1944 года о переселении колхозников в районы Крыма в целях быстрейшего освоения плодородных земель, садов и виноградников Крыма. Государственный комитет обороны признает необходимым переселить в Крым из областей РСФСР и Украинской ССР добросовестных и трудолюбивых колхозников и постановляет: первое, обязать Краснодарский, Ставропольский, Ростовский, Воронежский, Тамбовский, Курский, Орловский, Брянский облсполкомы и Совнарком Украинской ССР переселить до 1 октября 1944 года в районы Крыма 17 тысяч хозяйств колхозников, 51 тысячу человек. Пятое. Обязать Совнарком Крымской ССР Кабанова и обком ВКПБ Тюляева передать земли бывших татарских, болгарских и других выселенных колхозов с имеющимися посевами и насаждениями вновь организуемым колхозом, заселяемым колхозниками-переселенцами, и закрепить указанные земли за колхозами на вечное пользование. Б. Наделить переселяемые в Крым семьи колхозников домами с имеющимися надворными постройками и приусадебными участками. В. Выдать колхозникам-переселенцам по оценочной стоимости местных органов наркомфима ручной сельскохозяйственный инвентарь и предметы домашнего обихода, ранее принадлежавших спецпереселенцам. Седьмое. Установить, что жилые дома и надворные постройки, переданные колхозникам-переселенцам, не могут быть ими проданы или сданы в аренду. Указанные постройки переходят в их личную собственность по истечению 5 лет непрерывной работы в колхозе. Кавычки закрываются. Факт незаконной и преступной конфискации имущества репрессированных крымских татар подтверждает сводные акты, составленные в мае-июне 1944 года Государственной комиссией по приему и переписи имущества по личным хозяйствам спецпереселенцев крымских татар и коллективной собственности, находящихся в татарских колхозах после выселения крымских татар. Данными государственной комиссией были приняты на хранение только земельные участки с посадками виноградников на площади 4851 га и садов 5905 га, принадлежавших татарским колхозам, которые затем были переданы в том числе и объединению Массандр, согласно полученным архивным документам. Так, только по Алущинскому району, согласно архивным данным, взятых из сводных актов по приему имущества спецпереселенцев, по каждому населенному
пункту приложения 2. Насильственно выселенных в приложении 2, там я приложил акт по Дегерменкою. Демирджи, по Демирджи, один акт. У нас все акты имеются, это по всем поселкам, и Ускут, и Арпат, все. Насильственно выселены более 17 тысяч крымских татар колхозников. Мы же получили с МВД архивные данные, вот то, что Айдер Ага говорит. Мы получили поименный список выселенных всех татар. Их 17 321 человек. Не считая женщин и мужчин, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны с фашистской Германией. Вот. Их потом тоже репатрировали, то есть депортировали в Азию и в Сибирь. Вот. Было принято на хранение государственными комиссиями, мы всю информацию имеем получше именно, вот получше, комиссиями, 3227 жилых домов и земельных участков общей площадью 2456,3 га, без учета площадей земельных участков, принадлежавших крымским татарам и татарским колхозам, в крымско-татарских деревнях Дегерменкой, Партынит, Кучуккой и Арпат. 4 деревни комиссии недобросовестно проработали и не записали в акты землю. Землю не написали по 4. Вот, например, по Ускуту, это был самая большая деревня татарская, 600 больше домов было отнято и переписано. 600. Вот. И земля в Ускуте, оказывается, была самое большое количество. Порядка около 300, что ли, гектаров. Ну, я сейчас совру, точно не помню, сколько гектаров, только пахотных земель с виноградниками, садами и так далее. Вот. А все вместе 2456,3 га. После выселения крымских татар в Алушинском районе были ликвидированы 15 татарских колхозов. Мы получили справку по всем колхозам. В каждом, оказывается, в каждой татарской деревне был свой колхоз. Колхоз имени Сталина в Ускуте, колхоз имени Сталина в Курбеке. У нас, он никогда не был колхозом имени Сталина, он был Завет Ильича. Он был. Ильича? Завета Ильича он называл. Нету. Подождите. Сталина или это Тувак? Ну, может, я путаю. Сталина Тувак, да. Тувак и еще где-то. Да. И Курбек. Я просто попутал. Значит, этот Ильича, этот Нурфет Ага принимается. Я просто сейчас не помню. Сейчас я открою, посмотрю и перечислю все эти 15 колхозов, которые были образованы в каждой татарской деревне во время коллективизации 30-е годы прошлого века. Когда все 100% земельных участков, 100% это тоже мы получили, архивные данные, что все 100% земельных участков крымских татар были объединены в татарские колхозы. 100%, даже не 99%. Вот, которым были выданы в 1935 году и 1936 годах государственные акты на вечное пользование землей. Согласно постановлению Совета народных комиссаров, мы его тоже получили, от 7 июля 1935 года, номер 1385, о выдаче сельскохозяйственным артелям государственных актов на бессрочное вечное пользование землей. После выселения крымских татар из Алушинского района и ликвидации татарских колхозов, на их землях с посадками виноградника, садов, табака и других сельхозкультур были образованы новые колхозы, которые затем были объединены в 4 винодельческих совхоза, преобразованные затем в государственное предприятие ГП «Алушта», ГП «Таврида», ГП «Малореческое», ГП «Приветное», которые вошли в имущественный комплекс объединения Массандра с площадью земельных участков 2708 га. Земля и имущество ликвидированных татарских колхозов в Ялтинском Сударском районе, так же, как и в Алушинском районе, вошли в объединение Массандра. В целях восстановления, да, я вам хочу сказать следующее. Список приватизационных, вошли и Приветнинский ГП, и Малореченский, и все остальные. Они куплены на сегодняшний день, вот 14 декабря, куплены собственником Массандры.
Значит, в целях восстановления прав репрессированных народов, которые подверглись геноциду, клеветическим нападкам и насильственному выселению, была принята декларация Верховного Совета от 14 ноября 1989 года о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергся насильственному переселению и обеспечению их прав. Политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению к репрессированным народам, была признана противоправной. Осуждая многолетний террор и массовые преследования репрессированных народов, стремясь восстановить их права и обеспечить законность, был принят закон Российской Федерации от 26 апреля 1991 года 1107-1 о реабилитации репрессированных народов, где в статье 1 прописано, кавычка, реабилитирует все репрессированные народы Российской Федерации, признав незаконными и преступными репрессивные акты против этих народов. Кавычки закрываются. В статье 9 прописано, что, кавычка, ущерб, причиненный репрессированным народам и отдельным гражданам со стороны государства в результате репрессий, подлежит возмещению. Кавычки закрываются. В статьях 3 и 8 гарантировано право репрессированных народов возвращаться в места их прежнего традиционного проживания. Точка. Российская Федерация признала незаконные и преступные репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению. Незаконными и преступными признаны все репрессивные акты, в том числе и акты по конфискации имущества, ранее принадлежавшего репрессированным народам и репрессированным гражданам. Однако, к сожалению, не исполняются законы Российской Федерации о реабилитации, не восстанавливаются права репрессированных крымских татар, создаются препятствия по реализации права граждан из числа репрессированных крымско-татарского на возвращение в места, откуда они были насильственно выселены. Не выделяются гражданам из числа репрессированных крымско-татарского народа жилые помещения для проживания и земельные участки для строительства жилья. Реабилитированным гражданам не возвращается незаконно отнятое у них имущество, не выплачиваются компенсации за нанесенный политическими репрессиями вред, не выплачивается компенсация за незаконно конфискованное имущество при насильственном выселении. Так, по Алушинскому административному округу с 14 года по 21 года гражданам из числа репрессированного крымско-татарского народа не выделено ни одного земельного участка для строительства жилья при наличии на 1 января 2014 года 6059 заявлений на получение земельных участков от репрессированных крымско-татар, которые до сих пор не рассмотрены в администрации города Алушты. Не выделено за 7 лет ни одной квартиры 444 очередникам, состоящим на квартирном учете при администрации города Алушты из числа репрессированных крымско-татар. В письме от 21 сентября 2020 года номер 4135 глава администрации города Алушты Огнева сообщает Совету старейшин, что якобы по состоянию на 1 июля 2020 года на территории муниципального образования городской округ Алушта, Республика Крым, в очереди на территории муниципального образования города, городской округ Алушта Республики, в очереди на получение земельного участка состоит всего 37 человек из числа граждан, подвергшихся политическим репрессиям. Что якобы в 4-м квартале 2020 года готовится в селе Верхняя Кутузовка для выделения 34 земельных участков общей площадью 2,37 га для льготной категории граждан. Что якобы предусмотрено строительство 72-квартирного жилого дома для обеспечения жилья граждан из числа реабилитированных народов Крыма, состоящих на отдельном квартирном учете по федеральной целевой программе, в кавычках, социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года. Так, 2021 год наступил, участки не выделены, строительство 72-квартирного дома не начато. Наверное, глава администрации города Алушта не знает, что 18 мая 1944 года с Алушинского района были насильственно выселены более 17 300 крымских татар, без учета мужчин и женщин, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, у которых незаконно были отнято 3411 жилых домов с приусадебными участками и земельным участком площадью 2456,3 га. Приложение 3, о чем мы говорили ранее.
Вот. К сожалению, были проигнорированы предложения Совета старейшин крымских татар города, изложенные в обращениях, в которых предлагалось не рассматривать вопрос о приватизации и продаже Массандры до тех пор, пока не будет решена проблема обеспечения земельными участками для строительства жилья граждан из числа репрессированных народов, которые, согласно законам Российской Федерации, имеют право на возвращение и обустройство в те местности, откуда они были незаконно насильственно выселены. Совет старейшин крымских татар города Алушты предлагал использовать часть земель Массандры, отнятые у репрессированных крымских татар и не занятые виноградниками, для возвращения и обустройства репрессированных крымских татар. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, которое готовило и провело сделку по продаже Массандры, сообщило Совету старейшин в письмах от 3 ноября 2020 года номер 58-270 и от 24 декабря 2020 года о том, что Массандра принадлежит на праве частной собственности, что в Алуште, в селе Верхней Кутузовской, планируется в 4 квартале 2020 года предоставление земельных участков льготной категории граждан в порядке очередности. Льготная категория — это не только крымские татары, имейте в виду, это и другие граждане. Вот. 34 земельных участка. Вот. В порядке очередности. Что большинство земельных участков, переданных Массандре на праве аренды, установлена категория земель сельскохозяйственного назначения и вид разрешенного использования сельскохозяйственного использования, что строительство жилых домов без изменения вида разрешенного использования на таких участках запрещено, что земельные споры рассматриваются в судебном порядке. Без суда и следствия все крымские татары были лишены собственности, были отняты у крымских татар не только жилые дома со всеми имуществом, но и земельные участки сельскохозяйственного назначения, на которых крымские татары веками трудились, выращивая виноградники, сады, табак, зерновые и другие сельхозкультуры. Подтверждение этому докладная записка уполномоченного комиссии Совнаркома по Судакскому району Березина от 8 июня 1944 года председателю комиссии Совета народных комиссаров СССР товарищу Гриценко, в кавычках, о проделанной работе по сбору, учету, приему и сдаче имущества спецпереселенцев татар по Судакскому району, приложение 4, в котором прописан отчет об учете скота, сельхозпродукции, построек, домашнем имуществе спецпереселенцев, приусадебных участков, виноградников, фруктовых садов, посевов зерновых культур и другого имущества в соответствии с актами, которые переданы под сохранные расписки председателем колхоза, а в целом по району приняты райисполкомом, кавычки закрывается. Березин также сообщает, что за время проводимой работы по учету и сбору имущества спецпереселенцев имели место хищения. Он там тоже расписывает, как расхищался скот. Скоро конец, умер. Все уже, я закончил. Учитывая то, что покупателю Массандр Совет министров Республики Крым передал в аренду на 49 земельные участки площадью 11 тысяч гектаров, которые незаконно и преступно были отняты у репрессированных крымских татар, которые являются собственностью Республики Крым, Совет старейшин в очередной раз предлагает в целях восстановления исторической справедливости и восстановления законов Российской Федерации использовать данные земельные участки, не занятые виноградниками, для восстановления прав граждан из числа репрессированных крымско-татарского народа посредством передачи данных земельных участков сельскохозяйственного назначения физическим лицам из числа репрессированных крымско-татарского народа для ведения личного подсобного хозяйства ЛПХ в целях производства сельскохозяйственной продукции согласно российскому законодательству. Я здесь 3 момента выписал из этих законов. Послушайте их. В соответствии с федеральным законом от 2003 года, номер 112 о личном подсобном хозяйстве, земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельные участки в границах населенных пунктов, приусадебный земельный участок и земельный участок за пределами границ населенных пунктов, полевой земельный участок. Второе. В соответствии с федеральным законом 2002 года, 101 об обороте земель сельскохозяйственного назначения, статья 10, предоставление гражданам и юридическим лицам собственности или в аренду земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, предоставляется гражданам и юридическим в порядке, установленным
земельным законодательством Российской Федерации. И последнее. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 2001 года, статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, и самое главное, крестьянских фермерских хозяйств, вот, и подсобное для ведения подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, огородничества. Все, я закончил. ЛПХ. Я просто хочу здесь два слова сказать следующее. Если нет возможности поменять предназначение земли, сельхоз на другой, где можно строить жилые дома, если этой возможности нет, то можно эти земли, как ЛПХ, как личное подсобное хозяйство, сельхозугодие, передать каждому крымскому татарину, который так же, как и до насильственного выселения, выращивали виноградники и сдавали потом продукцию той же Массандре. Вот. Мы с таким предложением, говорили в прошлый раз, выйти с таким же предложением. Но мы говорили, что подсобное хозяйство, оно ограничено в размерах. Поэтому добавь личное подсобное хозяйство и фермер.